Подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансирования задержали спустя неделю после преступления. Напомним, 28 февраля неизвестный мужчина зашел в один из офисов на улице Адаратского. Угрожая сотруднице ножом, он вынудил ее отдать всю имеющуюся в кассе наличность. Сумма ущерба составила более 37 тысяч рублей. Какие еще подробности криминальной жизни предполагаемого преступника всплыли во время розыска, знает Айгуль Батрудинова. Конечно, испугалась, да, одна находилась. Жестикулировал больше, чем угрожал. То есть показывал руками, то есть на руках. Она признается, сильно испугалась. Девушка, сотрудница Центра микрофинансирования, была в офисе одна. И тут заходит мужчина. Куртка с капюшоном, медицинская маска скрывает лицо, в руке нож. Все это запечатлела камера наблюдения. Потребовал деньги, не в кредит, навсегда. За жизнь, говорит, испугалась, отдала все, что было в кассе. 37 тысяч рублей. Как только нападавший убежал, сразу же вызвала полицию. Подозреваемого задержали спустя неделю в собственной квартире. В ходе работы полицейские также установили его причастность к аналогичному преступлению, совершенному 4 января на территории Московского района. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». На время следствия злоумышленника суд отправил в следственный изолятор. Айгуль Батрудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.